Здравствуйте, уважаемые земляки! Год ознаменования 75-летия Победы мы вновь и вновь возвращаемся к событиям Великой Отечественной войны. Сегодняшний наш радиоочерк посвящается участникам, ветеранам блокадного Ленинграда, Мурзакаеву Савдингапича и Асылбеке Ака, и называется «Семья, опаленная войной». При подготовке этой передачи мы не раз обращались к их детям. Они поделились своими воспоминаниями и фотографиями из семейного архива. Вот что рассказала нам их дочь Зухра Савдинговна. Мои родители, Савдинга Савручевич и Асылбека Евдеряковна, поженившись, будучи совсем молодыми, решили начать совместную жизнь в городе Ленинграде. Оба, имеющие техническое образование, устроились на военный завод. Начали хорошо зарабатывать, налаживать семейный быт. Казалось, вся счастливая жизнь впереди. Но началась война. Родители оказались в блокадном городе, жили в холодном бараке. Лишь скудный паёк, выдаваемый рабочим завода, помогал им держаться, а порой голодали несколько суток. Но потом и завод разбомбили. Брались за любую работу, рыли окопы и противотанковые рвы. Пережили 900 дней и ночей блокадного голода и холода. Выжили, выстояли и не сдались. В январе 1944 года начался прорыв блокады, и специалисты военного завода начали эвакуировать. Родители, собрав небогатые пожитки, сели на поезд. Едва отъехавший от вокзала эшелон попал под налет фашистской авиации. Мама слезами говорила, сколько детей тогда погибли, сколько людей живьем сгорели в вагонах. Кто сумел спрыгнуть, разбежались кто куда. В этой суматохе и панике сам Бог помог им не потерять друг друга. А вещи, одежда, еда и все документы остались в вагоне и сгорели. Папа и мама и еще несколько десятков людей, сами того не зная, оказались на вражеской территории и более недели прятались, скитались в лесах, изнеможденные и голодные, оборванные и обмороженные. Наконец-то они вышли к своим. Их подобрал наступающий батальон пехотинцев. Затем на самолете поспешно переправили из фронтовой зоны. Потом на поездах они добирались домой. Отца, как военнообязанного, имеющего бронь, вновь направили на военный завод в Свердловск. Родители всю жизнь прожили в родном Яктакуле и трудились в колхозе. В послевоенные годы мама работала и трактористом, и комбайнером. Оба были неунывающими и жизнерадостными людьми, но никогда не пользовались льготами участников блокады, ветеранов тыла и другими привилегиями. Я хотела восстановить утраченные документы и говорила маме. Она мне ответила: «Доченька, мы с вашим отцом прожили долгую счастливую жизнь, родили и вырастили вас, 6 детей, а мои близкие подружки умирали на моих глазах и лежат в сырой земле, там, в Ленинграде. Совестно будет мне перед ними. Не нужны нам никакие бумажки. Не копайтесь в прошлом. Без того больно в душе. Не могу забыть». В завершение этого рассказа хотим добавить, что никто не забыт и ничто не должно быть забыто об этой войне. Добрая память наших земляков, участников блокады, восстановлена на стенде ветеранов войны в нашем клубе, где портреты Савдингапича и Асылбеке Ака всегда будут смотреть на своих детей и внуков, на всех нас, односельчан.